Ассаламу алейкум. Приветствую всех на канале Инновации горизонтальной связи. Сегодня поговорим о проблеме ингушского языка. Ингушский язык признан как бы умирающим языком. Об этой проблеме мы все знаем. Если мы наберем, например, там в интернете ингушский язык, мы найдем много людей, которые как бы актуализируют эту проблему, обсуждают эту проблему, говорят об этой проблеме. Но потом у нас вот в группе, в социальных сетях часто и много бывает людей, которые там, вот такие ролики, они очень бывают популярны, когда там закидывают там или звуковое, или аудио, там с требованием, с возмущением люди там говорят, вот так все говорит. Это, с одной стороны, все правильно, но по большому счету, как говорится, это все в пользу бедных. Это по большей части лозунги, это по большей части на подсознательном уровне люди, не осознавая этого, большая часть из этих людей просто пытаются, извиняюсь за выражение, выпендриться, показать, что они там патриоты, что они так переживают там за проблемы ингушского языка и так далее. А на самом деле это не работает. Потому что, как бы мы там не уговаривали, жизнь, она имеет свои правила. Там 100 лет назад, 200 лет назад, когда ингушские дети росли в ингушской среде, общались там с бабушками, дедушками, когда вокруг, кроме ингушского языка, ничего не было, это все работало нормально. Сейчас же, когда там, вот возьмем, как отреагирует большинство женщин, я говорю о реальности, я не говорю о пафосных этих речах, о том, как должно было быть, это все связано с языком, это мы все знаем, это все правда, но реальность, она такова, что сегодня там молодая женщина, у которой ребенок, ей когда нужно там постирать, накормить, напоить, там дома, на кухне, это что ей надо. Параллельно с этим надо, чтобы ребенок там в розетку не залез, чтобы он там где-то кипятком не обжегся, чтобы он где-то в квартире, если живет, чтобы он в окно где-то там не вылез, не выпрыгнул. Чтобы какой-то... И что она делает? Она делает в данный момент, что для нее проще. Она сажает ребенка перед телевизором или перед компьютером, включает мультики, и вот он сидит, смотрит эти мультики. И у него формируется нейролингвистическая система, у него формируется на том языке, на котором он смотрит мультики, там какие-то детские передачи. В школе, опять же, он идет. Можно говорить сколько угодно, от того, что там будет урок ингушского языка, если физика на русском языке, математика на русском языке, литература, все, массив академический на других языках. Можно много об этом говорить, но чтобы это сделать все на ингушском языках, это нереализуемое, потому что это огромная работа, это, представьте, это надо все учебники перевести на ингушский язык. Сначала над этим надо работать десятилетиями. Это даже если государству это очень понадобится, и государство выделит на это огромные деньги, это все надо на академическом уровне обработать, перевести эти учебники, выпустить эти учебники для каждого класса, выпустить 1000 преподавателей, научить их преподавать на ингушском языке все эти культуры, и тогда это что-то будет работать, а пока это работать не может. В реальности. Вот. Есть люди, которые, осознав эту проблему и пытаясь реально повлиять на эту проблему, они с правильной стороны стараются что-то делать. Вот я сейчас вам покажу пример.
это вот ребята из КПЦ «Эздел», они переводят чужие мультфильмы на ингушский язык, но тоже, опять же, в свою очередь, ингуши не очень как бы так бы перекидывают друг другу ссылку, обмениваются этим, потому что это нужно делать как бы, участвовать в этом большому количеству людей. Ну, приведу пример. Так, посмотрим сейчас кусочек. Нанисан халбезом баса. Овей, мачахвес! Вашильк, да хажал цинга, мелчахвес! Хаура, сыёх калыч, турпал не сболыш хугеса. Я! Чох турпал шкиноч мархусра. Бокан свой чох турпал молда аласрук. Хажал? Бокан свой турпал вы наньяхан. Нани? Ага, мачаек асьем. Ну, примерно так, то есть, вот люди, понимая проблему, понимая, как они могут на нее как-то повлиять, работают, но их возможности тоже ограничены. Они это делают на энтузиазме, тратят свои деньги, где-то, которые в другом месте зарабатывают, но это все имеет большие расходы. Зарабатывать они на этом, к сожалению, не могут, потому что они озвучивают чужие мультфильмы, и никто им не позволит на чужих мультфильмах зарабатывать деньги. Но если ингушское общество создаст индустрию, которая выпускает свои мультфильмы, вот уже созданная структура КПЦ «Эздел», которая по озвучке, по крайней мере, там у них задел есть. Они могут их озвучивать, и вместе они уже могут это в YouTube, на другие каналы выкладывать и зарабатывать. Детский этот контент, он очень популярный, и на этом очень хорошо зарабатывают. И для этого даже не надо на телевидении там где-то, это и через интернет, через YouTube, через другие сервисы хорошо зарабатывает. Конечно, на ингушском сегменте зарабатывать они не смогут, но они смогли бы зарабатывать также, переводя на другие языки, там на русский, на английский, на французский, то есть зарабатывать на больших аудиториях, но при этом выпускать какие-то сериалы. И также эти уже мультфильмы они будут залипать, будут смотреть, и нейролингвистическая система наших растущих детей будет формироваться на ингушском языке, то есть они будут мыслить на ингушском языке, он для них будет как бы свойственный, и они будут на нем разговаривать. То есть это, конечно, не решает всю проблему, но эту проблему решит во многом. И если мы без лозунгов, без вот этих вот «я говорю аз андер», вот я это говорил, как будто претензии, каких-то виноватых будем искать, обвинять женщин, которые своих детей не учат. Они же не учат не потому, что они не любят там родной язык, просто есть много разных социальных, разных причин, которые к этому приводят. Поэтому, если мы хотим реально что-то сделать для ингушского языка, вот этих лозунгов, и перекидывать по кругу, по всем WhatsApp, Телеграммам, Инстаграмам, Ютубам вот эти вот лозунги и призывы, это все лозунги, и они красивые, благородные, но ни к чему они не приведут. Если мы реально хотим кто-то что-то делать в этом отношении, мы можем это сделать. Но для этого нужно определенное количество людей, которые должно захотеть это делать. Как это можно сделать? Вот по той же методике вот, инновации горизонтальных связей, вот это наша
философия вот этого канала и то, что мы делаем. По этому методу мы вот создали курсы, и это работает. Если мы, например, соберемся 50-100 человек, договорившись о том, что я готов там раз в месяц давать на это дело 1000 рублей, то на это и делать это регулярно. Это сложно, хоть небольшие денежки, но каждый месяц там отдавать их в какой-то общий котел на общее дело, от сердца отрывать сложно. Хотя по исламу это тоже своего рода закат, и мы должны его делать. И на разные вот эти пожертвования мы должны это делать, и это было бы очень полезно. И что нужно сделать, на мой взгляд? Нужно для начала создать школу рисования, чтобы маленькие дети учить рисовать. Это вопрос аренды какого-то помещения или совместной с кем-нибудь аренды и оплата преподавателя. Ну, какой-то там инструментарий какой-то, его постепенно можно там закупать, на это в принципе небольшие расходы пойдут, но основное это зарплата преподавателя, помещение, ну бюджет, если регулярный бюджет хотя бы 50 тысяч, от 50 до 100 тысяч в месяц собирать, это можно уже делать. Сначала обучать детей рисованию, специально ориентируя их на это. Потом, после того, как эти ребята научатся рисовать, параллельно вести курсы по мультипликации, 3D-моделированию. Сейчас есть программы, обучать людей тоже. Это уже через интернет, так же как мы вот курсы сейчас ведем. Это можно удаленно делать, создать курсы 3D-моделирования, курсы мультипликации и так далее. Но учить делать мультики людей, которые не умеют рисовать, тоже смысла мало. Они должны понимать, там есть цвета, тени, там какие-то моменты. И если мы научим рисовать там 1000 ребят, через какое-то время из этих 1000 ребят, которые умеют рисовать, получим 100 специалистов, придут там учиться там работать с программами, создавать там 3D-модели, 2D-модели, мультфильмы там рисовать, может быть, просто на бумаге рисовать, делать это как по старинке, тоже это до сих пор делают и тоже популярно. Там 100 человек обучим из этих, ну и из этих 100 человек, естественно, большинство, когда научатся там рисовать и 3D-моделировать, они большинство уйдут в быстрые деньги, там какие-то, опять же, есть в программировании, есть отрасль, где в строительстве там 3D-моделирование, это быстрые деньги, более-менее хорошо оплачивается, большинство уйдут туда, и примерно 10-20 человек будут как бы ориентированы на эту область, на длинные деньги, на эту область, которые смогут в ней работать. И вот они уже могут создавать ингушскую мультипликацию. А вот ребята из КПЦ ЭЗИЛ вместе с ними, уже имеющие какой-то опыт, понимание, вместе с ними работать. И там где-то в вопросах организации, где-то это, все это, и выпускать уже коммерческий продукт, который им выгодно будет, с которого они постоянно будут получать доход. И потом уже мы там будем не нужны. Как только они начнут зарабатывать, они будут получать доход, это уже будет для них выгодный, прибыльный бизнес для тех, кто делает мультфильмы и озвучивает, потому что свои мультфильмы они уже смогут монетизировать, они уже смогут на них зарабатывать нормально, достаточно, чтобы получать и зарплату, и работать там, вести расходы по развитию других проектов, других мультфильмов, туда-сюда. Вот многие могут сказать сейчас, вот мусульманам нельзя рисовать туда-сюда. Да, может там рисовать нельзя. Нельзя рисовать живые существа, опять же. Если кто-то там в этом очень принципиальный, можно рисовать там роботов.
можно рисовать неживых, потому что робот же он не живой, мы же понимаем, что это робот, что он не живой. И с этой точки зрения автомобиль же рисовать не запрещено, и дерево рисовать не запрещено, поэтому это все проблемы решаемые. Здесь весь вопрос, что это проекты, которые результат их будет виден там минимум через 5-10 лет. 5-10 лет. Вот если мы из 500 тысяч ингушей сможем собрать тех, кто реально хочет поучаствовать в сохранении ингушского языка, 50-100 человек хотя бы, тогда мы реально что-то можем как-то положительно влиять на этот негативный процесс по умиранию ингушского языка. Если мы этого сделать не можем, значит мы этого делать не хотим. Значит вот эти вот лозунги, эти можно все оставить при себе и так перед зеркалом их говорить, эти красивые там фразы, которые, от которых начинает клокотать в груди, короче, у человека, и он чувствует, как удовлетворяется его сознание собственной значимости. Это реальность, к сожалению, реальность такова. И вот если вы видите в этом смысл, давайте, пишите комментарии. Если мы здесь соберем достаточное количество людей, которые скажут: да, я готов, не умничать, не советы давать, не критиковать, не говорить, почему мы должны, это кто-то он должен, это кто-то они должны, которые нам все время что-то должны, но когда этот долг образовался, никто не знает. Если мы сами на себя берем эту ответственность и говорим: вот я там не богатый человек, но я готов там в месяц там 1000 рублей, ну не получится 300 рублей, как получится по возможности, буду там, ну по 1000 рублей я готов на это дело потратить длительный срок. При том, что я буду видеть, короче, что делается, результат, мне будет какой-то отчет, я могу участвовать в процессе, я буду за этим наблюдать, видеть, что происходит и так далее. Это технически сделать несложно. Можем создать группу еще одну в Телеграме, еще одну или в WhatsApp, собраться, договориться, как это все оформить, как это все сделать. Или на базе КПЦ СДЛ это сделать, или отдельно как-то, или они посоветуют, что как-то организоваться не проблема, организоваться мы умеем. Важно то, что надеяться на то, что там Гуцериев придет и все проблемы решит, не решит Гуцериев все. Он не может этих проблем все решить. Никто не может, кроме нас самих. А мы не можем, если мы не хотим. Если мы хотим, давайте делать. Если мы хотим просто лозунги кидать и базары, то давайте дальше кидать лозунги. Но смысла и результата у них никакого нет. Маснек Соломаршилда, Марк Облхал Масне. Всем здоровья.